Накануне в интернете было распространено еще одно видео, которое обещает быть для Таджикистана не менее популярным. Армия Таджикистана, наверное, навсегда останется местом, откуда мы будем слышать наибольшее количество ужасных вещей. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как пытаются скрыть очередное зверство в стране. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе всех новостях на нашем канале. Местные таджикские СМИ пишут о том, какие ужасные проблемы в армии Таджикистана, и мы тоже хотим помочь в этом вопросе и рассказать о ужасах, которые недопустимы в 21 веке, чтобы эта проблема получила максимальную огласку. Родители солдата-срочника, приступившего к службе всего полмесяца назад, утверждают, что их сын был доставлен в клинику для душевнобольных в районе Рудаки после того, как ему в рот залили кипяченую воду. По словам родных, 26-летний Бахавудин Юсупов потерял способность разговаривать и находится в тяжелом состоянии. Офицеры военной части, где служил Юсупов, утверждают, что парень был болен до призыва в армию. Бахавудин Юсупов, житель села Чапаев Джамаата Заргар, района Кушаньон, бывший Бахтарский район, был призван на службу в армию 20 октября этого года. В службу он приходил в военной части, расположенной на территории Гисарского района недалеко от Душанбе. 29 ноября Абдулхафиз Юсупов сообщил, что о госпитализации сына они узнали 18 дней назад. По его словам, когда семья приехала в больницу навестить сына, поняли, что он не может разговаривать и постоянно указывал на травмы в области рта и головы. Его другой сын, Мехрубон Юсупов, находящийся в трудовой миграции в Россию, утверждает, что брата избили. По его словам, ему сообщили, что брата избили и залили в рот кипяченую воду. Это утверждение офицеры военной части, конечно же, не подтверждают. Представитель военной части в Гисаре, представившийся по телефону как капитан Газиев, заявил, что солдат был болен до призыва и сейчас отправлен на лечение в госпиталь. Офицер вопросы по поводу того, что солдат подвергся издевательствам и в его горло залили кипяток, конечно же, отрицал. Это все разговоры. Такого не было. В любом случае закон все выяснит. Родители должны обратиться, и они им скажут, что именно произошло. Я по телефону ничего говорить не могу. Конечно же, это очень странный ответ капитана Газиева. С одной стороны, на лицо, так сказать, видно, что над солдатом издевались, ведь не может человек оказаться в таком состоянии просто так. И даже если он был болен и до этого, то как его тогда приняли в армию? Так сказать, что с одной и с другой стороны виноваты в армии Таджикистана. Ведь если парень был болен изначально, как его допустили к воинской службе? А если это не так, то вот до чего они его довели. А вы верите вообще этому капитану о том, что то, что говорят родители, неправда? Свои ответы пишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам родителей, действительно, определенные проблемы со здоровьем у сына были, но медкомиссия пришла к выводу, что он готов пройти военную службу. Однако по рассказу Мехрубона Юсупова, 5 лет назад в какой-то драке Бахавудин получил травмы головы и часто проходил лечение. По словам Мехрубона, брата забрали в армию в результате облавы. Да, он болел, но не настолько, чтобы лишиться дара речи. Мы предоставили им справку о состоянии здоровья. Там было сказано о том, что у него травмирована голова. Он проходил лечение и не должен был быть призван на службу. Но они все-таки забрали его, говорит отец. Так что в том или ином случае эти люди должны понести наказание за то, что испортили жизнь молодому человеку. Ведь неизвестно, сможет ли он заговорить потом или останется на всю жизнь инвалидом. В Таджикистане 2 раза в год, весной и осенью, проходит призыв на службу в армию. Молодые ребята с 18 до 27 лет считаются военнообязанными. Однако не все молодые люди готовы идти служить, так как в последние годы часто сообщают о случаях насилия, дедовщины и даже смерти во время службы. Практикуется метод облав или принудительного призыва, и мы об этом постоянно рассказываем, приводим материалы, но почему-то никак государство на это не реагирует. Будто не в их стране это происходит. Минобороны Таджикистана случаи облав на призывников, конечно же, чаще всего отрицает, так же, как и будут отрицать факт насилия этого молодого человека. Но давайте мы вместе с вами не допустим этого. Эта история должна получить максимальную огласку. Может, тогда они и понесут наказание. Помогите нам, пожалуйста, не допустить дальнейших таких историй. Об избиении старослужащим Шахбола Мирзоева, который стал инвалидом и уже 1,5 года не встает с больничной койки. Неужели все опять повторяется? Насколько в армии Таджикистана распространена дедовщина и борется ли с ней хоть кто-то? На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.